Якутск, Жиганск, Ленск, Мюрба, Намцы и многие другие города и улусы. Вся география Якутии представлена в частях, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Многие воины отправились на линию соприкосновения, не дожидаясь повесток, просто потому что, по их мнению, так было нужно. Ну, получается, это был обдуманный шаг, так как забирали ребят наших, друзей. Ну и пошел в первой партии добровольцем. Попал в войска специального назначения также с друзьями. Это был обдуманный шаг с нашей стороны. В такой момент у нашего поколения нет других выходов. Надо все вместе оказать помощь, так как подрастают наши дети, наше следующее поколение, чтобы они знали, что такое национализм, вообще что такое нацизм. У многих из тех, кто пошел на спецоперацию добровольцами, за плечами армейский и боевой опыт. Таких ребят всегда видно, и командование направляет их на самые ответственные позиции. Хабаровский. Там был распределительный пункт, и попутно отбирали спецназ. Я был не один, со мной был тоже родственник мой, близкий мой родственник, это родной брат моей жены. И перед тем, как пройти этот отбор, так как я служил в свое время в ВДВ, я просто одел берет. И ребята, они сами к нам подошли, и мы попали в спецназ. Представители старшего поколения тоже не остаются в стороне. Закаленные советской армией и воспитанные в лучших традициях советского патриотизма. Воины категории 60+, тоже стремятся на спецоперацию с желанием поддержать бойцов, которые им годятся не то что в сыновья, во внуки. Старшина советской армии, гвардии. По истечении 42 лет попал снова в родную российскую армию. Отправляя сыновей, братьев, надо какая-то поддержка взрослого человека, старшего. С таким убеждением приехал, чтобы поддержать морально, психологически. Эти люди, как и многие другие, находящиеся на передовой, просто не смогли остаться дома, зная, что где-то кому-то нужна помощь, что в окопах и блиндажах находятся их родственники, друзья и земляки. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Донецкая Народная Республика.